Адбор у эскізным туры праводзіўся онлайн. Цяпер ужо лепшыя прадстаўляюць свае конкурсныя работы ў паўфінале. Сёлета ад нашай вобласці адабрана каля 20 коллекций. Очень много взрослых делают таких женских коллекций. Это Минский регион, это Витебский. А нам бы хотелось вот как раз-таки молодежную. Это очень тяжелая тема, которую не все могут поднимать. И как раз-таки вот Брестская область и Гомельская, они делают как раз-таки вот такие коллекции хорошие, творческие. 17-гадовая навучэнка Брэсцкага каледжа сферы абслугоўвання Ксенія Дударук удзельнічае ў фестывалі першы раз. Аб кар'еры мадэльера-дызайнера нават не марыла. Вырашыла паспрабаваць сябе ў гэтай справе за кампанію. Расказвае, працаваць неабходна было аператыўна. За 1,5 недели где-то все рисовалось. Потом где-то шилось, за недели-2. Где-то тоже очень быстро, ускоренный такой темп, чтобы все успеть. Приходилось иногда бегать, где-то что-то дорисовывать, где-то что-то еще докупать приходилось. Навучэнка Баранавскага каледжа лёгкай прамысловасці София Якусь стварыла хлопчаковую коллекцию адзення с провокацийной назвой «Неправильным». Общество всегда нам ставит какие-то рамки, и коллекция нестандартная, чтобы люди могли носить то, что им хочется, чтобы они могли оторвать где-нибудь рукав, где-то оторвать край, и не переживать по поводу того, как на них люди посмотрят, подумают про них. Коллекции, якія пройдуць адбор у паўфінале, атрымаюць не менш адказную задачу прадставіць свае работы на прафесійнай фотасесіі ўжо 19 сакавіка. Но фінальныя паказы млына моды пройдуць 15-16 мая ў Мінску. Тацяна Ігнатавец, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія Брэст.